В связи с пандемией коронавируса дети у нас перешли сейчас на дистанционное обучение. И, конечно, это возросла нагрузка, неконтролируемая нагрузка от гаджетов, от компьютера, от телефона. Поэтому, конечно, очень высоко поднялась статистика у нас по снижению зрения. И не только у нас, это вообще во всем мире. Вот недавно, в апреле, получили распоряжение от Минздравоохранения по профилактике миопии в школах, потому что статистика возросла, и поэтому сейчас начали принимать меры, и в школах теперь должна проводиться профилактическая работа по охране зрения детей. Там в рекомендациях были даны такие указания, что обязательно должна проводиться пятиминутки упражнения для глаз, для отдыха, и они должны проводиться 3-5 раз в день даже. Конечно, мы не можем детей отлучить от телевизора, от компьютера, потому что они все равно это обучаются, все равно получают информацию. Но рекомендуется, что детям до 2 лет нельзя пользоваться телевизором, не приучать их к телевизору. Маленькие дети помладше начальных классов должны пользоваться, например, телевизор смотреть где-то 15 минут, но в суммарном, например, за сутки, за день они должны где-то в течение часа только. В старших классах дети могут заниматься по 30 минут, но суммарно не более 3 часов, старшеклассники. Когда глаз, мы смотрим, близко работаем, глаз очень перенапрягается, устает. А если это напряжение постоянное, уже получается, что идет к миопии. То есть это нарушение зрения, нарушение рефракции. Миопия переводится это как по-гречески «мио» – это «щурюсь», «опс» – это глаза, то есть прищуривание глаза. Но родители сейчас должны очень осторожно относиться к зрению, очень внимательно, посмотреть на своего ребенка. Если ребенок жаловаться не может, он не знает, что зрение понизилось, не знает, потому что не с чем сравнивать. А взрослые понимают, они должны видеть, что ребенок стал прищуриваться, стал наклоняться, как-то боком смотрит. Часто появляются жалобы на головную боль, утомляемость. Глаза могут болеть. Если такие жалобы появились, они должны сразу обращаться к окулисту. Мы посмотрели 3-классников. Из 100 человек 45 детей с пониженным зрением. 45. Это получается половина. Это 3-классники только. А в старших классах еще больше процент. Раньше у нас в основном было подростки с пониженным зрением. Сейчас уже с младших классов начались. Уже дети с 1 класса сидят на дистанционке, напряжение очень большое. Родители еще должны обратить внимание, дома, когда ребенок делает уроки, у него должно быть свое место, хорошо освещенное, лампа должна быть настольная, находиться слева. Книга, тетрадка должны на расстоянии где-то 40 сантиметров. Книга должна быть на подставке. Ноги болтаться не должны. Если ноги там болтаются, стул высокий, должна быть обязательно подставка. И дети, например, через 20 минут должны делать перерыв. Например, встать, подойти к окну, посмотреть вдаль, часто-часто поморгать. Потому что, когда работают на гаджетах, на телефоне, на планшете, очень мало моргаем. Напрягаемся, мало моргаем. Глаз подсыхает, краснеет. Потом к концу дня уже появляются жалобы. Покраснение, жжение, что-то сухость, дискомфорт, начинают чесаться. Это все из-за напряжения, из-за такой нагрузки зрительной бывает. И поэтому рекомендуется часто делать упражнения, часто делать перерыв. И еще такой вопрос бывает, что лучше, телефон или телевизор? Чем больше экран, тем лучше. То есть, если есть выбор, лучше работать на планшете, на компьютере, чем на телефоне. Потому что телефон, экран маленький, и он держим на руке, он постоянно, расстояние меняется туда-сюда, глаз дергается, поэтому это неудобно. Лучше работать на планшете или лучше на компьютере. И детям, например, вместо телефона игры лучше дать поиграть на телевизоре. Там если подсоединяются какие-то аппаратики, лучше так, чем на телефоне на мелком играть. Это будет лучше. И еще
рекомендуется, если есть выбор между книгой и планшетом, лучше выбрать книгу, потому что книга идет просто отражающий свет, а на гаджетах идет это свечение, которое вот мы не замечаем, но оно такое, на которое мигает, поэтому глаз больше напрягается на гаджетах, а на книге меньше. Поэтому, если есть выбор, лучше заниматься, почитать, например, книгу, чем гаджет. Так, и еще у нас упражнения совсем простые можно делать. Например, детям часто моргать, например, зажмурить глаза на несколько секунд, потом посмотреть вдаль, потом опять зажмурить, посмотреть вдаль. Или простое упражнение: руку вытянуть, пальчик, и на пальчик смотреть, потом смотреть вдаль, например, в окно, на дерево, там какой-то предмет, и потом опять на пальчик, так, например, 6-8 раз. А в школах, вот, например, на 5 минутках рекомендуют, например, ребенок сидит, не расслабиться, обязательно расслабиться, не напрягаться, и головой, например, вперед, назад, направо, налево повернуть. Хотя бы такие упражнения. Главное, чтобы ребенок расслабился и посмотреть вдаль. Например, там на доске. Или вот на противоположной стороне могут смотреть по углам комнаты. На потолке, потом вниз вот так по часовой стрелке, против часовой стрелки можно. Хотя бы такие упражнения. Всего там несколько минут, но глаз расслабится. Лечение у нас миопии в основном бывает это очковая коррекция, лекарственная, ну и в крайнем случае, там, ну, хирургическая, это только в крайнем случае, и если сильно прогрессирует. Ну и у старших, у взрослых после 18 лет лазерная коррекция. Ну вот родители еще тоже бывает, очки не хотят носить, потому что, говорят, хуже будет. Хуже не будет. Если наоборот очки не носить, это будет хуже. Потому что глаз, когда одевает очки, глаз более-менее расслабляется, не напрягается. Без очков глаз сильно напряжен, постоянное напряжение, поэтому минус увеличивается. И при миопии глаз становится не круглым, а он вытягивается. И вот если он вытянется хоть на 1 миллиметр, миопия увеличивается на 3 диоптрии. Это очень много. Поэтому у нас, когда прогрессирующая миопия, мы детей отправляем в медцентр на обследование, там обязательно проводится УЗИ, передний-задний размер глаза. И вот у детей, у кого миопа, у них обычно глаз такой растянутый. Конечно, еще зависит от наследственности. Если один родитель имеет миопию, если оба, значит, обычно 50%, 30 до 50% дети наследуют. И сейчас вот режим дня нарушен, не контролируется. Это обычно дети сколько сидят, они делают уроки. После этого, например, старшеклассники дополнительно занимаются, а потом еще как отдых сидят на телефоне практически все время, по 6 часов в день. Конечно, это очень зрение ухудшается. И детей, конечно, больше. Сейчас, например, если у нас в нашем районе детей на диспансерном где-то 290-300 стоит детей, подростков 150, там 160 человек. И это вот нарушение зрения среди диспансерных стоит на первом месте. Не органы дыхания, там, не сердце, а именно орган зрения на диспансерных детей очень много. И вот нарушение рефракции, миопия, вот это астигматизм, дальнозоркость, гиперметропия, они от диспансерных по глазам занимают 90%. Это очень много. 90% это вот нарушение рефракции называется. 90% детей, они все вот с нарушением. Остальные дети там, ну, с воспалительными или врожденными заболеваниями идут. А само зрение не восстанавливается, да? Нет, миопия не восстанавливается. Если бывает у нас предмиопия или спазм аккомодации, это еще можно как-то исправить, если ребенок будет заниматься, контролировать режим дня, получать медикаментозную терапию, там витамины, специальный капли, да, вот еще спазм можно снять. Если миопия возникает уже обычно вряд ли. Мы стараемся, чтобы дальше не прогрессировала, просто остановить. Она уже не уберется никуда, только остановить, чтобы дальше. Потому что подростки очень интенсивно растут, и обычно в подростковом возрасте миопия очень прогрессирует. С 1 на 2, со 2 на 3. Потом еще они поступают студентами, становится опять нагрузка. И вот снижение зрения – это не только проблема здравоохранения, это вообще социальная и психологическая проблема. Ребенок, например, мечтает какой-то профессии, а по зрению он уже не может проходить. Мальчики, например, хотят там летчики, военные специальности получить, там, в полицию пойти, не, уже все. Если зрение плохое, они уже не могут пройти. Поэтому это уже социальная проблема такая, и психологическая. Ребенок
уже не может себя проявить хорошо. И ребенок с пониженным зрением, он не может получать всю информацию, которая вот окружает его, потому что 90% информации получаем через глаза. Если ребенок плохо видит, он уже в чем-то ущемлен, он уже что-то не воспринимает, поэтому развитие его даже может затормаживаться. Например, дети-инвалиды у нас по зрению, они очень отстают от своих сверстников по учебе, вот в играх, в образовании. Они очень страдают, конечно, из-за этого. Поэтому это сложно, и проблема эта очень большая.